СРРК – это древнее казахское название. За ним кроется огромное пространство, на севере ограниченное западно-сибирской низменностью, на востоке – Иртышом, на юге – Арало-Балхашской низменностью и на востоке – Прикаспийской равниной. Здесь есть все. Есть горы, реки, сопки, степи. С археологической точки зрения эта территория считалась малоперспективной, поскольку ученые считали, что люди просто передвигались по этой территории и не оставили никаких памятников. Но все изменилось с началом деятельности Алхея Хакановича Маргулана, известного казахстанского археолога. Именно ему принадлежит честь открытия многих культур и многих городов, которые располагались на территории СРРК. Хакановича Маргулана было исследовано более 50 археологических объектов, поселений и могильников. И вот такое количество поселений и могильников, которые были исследованы буквально за 2 десятилетия этой экспедиции, значит, была построена археологическая периодизация. То есть периодизация расположения памятников на хронологической шкале Центрального Казахстана. Эта периодизация была представлена в 5-томнике «История Казахской ССР». Первый том посвящался археологии и представляла из себя расположение уже не просто отдельных памятников, а археологических культур и их датировку. В данном случае разговор идет о том, что были выделены памятники атасусского типа и памятники нуринского типа. Объем исследовательской работы очень большой, поскольку каждый год приносит все новые и новые открытия. По результатам раскопок уже написано десятки книг и статей. Выясняется, что СРРК повлияла на этногенез огромных территорий, поэтому исследования осуществляются в сотрудничестве целого ряда отечественных и зарубежных научных центров. Для исследований Центрального Казахстана, бронзового века Центрального Казахстана участвует преподавательский состав Карагандинского государственного университета, в том числе 2 профессора, профессор Жомбаев и Евдокимов, докторант Кукушкин, магистранты Дмитрий и Шахатаев и студенты исторического факультета. Делаем анализы спектральные, химические анализы, поскольку найденных шлаков, металлов, вещи и так далее. Это делается в Японии во главе с профессором Мураками. Румынии сейчас идет переговоры, тоже делают анализы. Костяных, потом керамических артефактов делает анализ на месте. Это Сарыаркинский археологический институт во главе с Ломаном. В отличие от других регионов, Центральный Казахстан очень богат цветным металлом, в том числе медью. Поэтому здесь очень рано начинается индустрия освоения бронзы. Об этом свидетельствует несколько десятков поселений, в том числе исследования Алхея Хакановича Маргуланом, поселение Мейлакудук. Потом мы совместно исследовали поселение Атасу. Вот сейчас последние 15 лет мы копаем поселение металлургов эпоху бекозданвайской культуры. Это поселение Алат. Раскопки в СРРК привели к уточнению начала периода Железного века. Древние металлурги начали осваивать процесс производства железа намного раньше, чем было принято считать. Плавили крицу железа. Это такое поселение у нас в Центральном Казахстане, даже в Евразийском континенте встречается впервые. Поэтому мы считаем, что железо у нас плавили не первом тысячелетии до нашей эры, или начиная с 8 века сакского периода, а вот с 13 века до нашей эры, или бекозданвайская культура, которой мы сейчас находим печи этого периода. Что касается плавки железа, значит, по нашим находкам, этот процесс удлиняется примерно на 300, даже на 500 лет. СРРК в эпоху бронзы была занята племенами Андроновской культурно-исторической общности, так называемой. Туда входило несколько культур. Это прежде всего Петровская культура, это на севере Казахстана.
она была распространена на здесь. Памятники это были так называемые раннего алакуля. В эпоху развитой бронзы не сменяется собственно алакулем и памятниками федоровской культуры. Причем они существовали, эти культуры, совместно на одной и той же территории, вступали в различные отношения между собой, что, кстати, определяется очень хорошо по технологии конструирования посуды. Смешанные приемы этого изготовления. То есть можно, например, видеть посуду внешне алакульскую, а если изучить технологию конструирования, то оказывается, что изготовлялось по федоровским традициям. Это явно свидетельство культурного смешения этих культур. В эпоху более позднюю, финальной бронзы, эти культуры сменяются так называемыми культурами валиковой керамики. Это саргенско-листейская культура. Культура тоже выделена, это по памятникам, находящимся на территории Казахстана. Это Саргары в Качетавской области, поселение Саргары, и поселение Алексеевское в Северном Казахстане. Это непосредственно потомки адронского населения, но к которому примешалось население, пришедшее с других территорий. Поэтому, собственно, меняется облик культуры. Еще одна культура, знаменитая для иерархии Центрального Казахстана, Бекзен-Дебаевская культура. К ней относятся грандиозные скальные мавзолеи, так называемые. Они существуют на территории Карагандинской области, также отмечены на берегах Иртыша в Павлодарской области. Это элитные погребальные сооружения для своеобразной знати того времени, для более таких богатых общинников. Они характеризуются тем, что у них находится оригинальная посуда. Посуда эта импортная. Ее привозили и ставили на более значимые погребения. На поселениях она встречается в очень малом количестве. В них мы находим также свидетельство контактов с населением Западной Сибири и Средней Азии. Это тоже импортная посуда, которая привозилась в ходе этих контактов. В самой Западной Сибири также встречаются памятники этой валиковой культуры, которая проникала туда с территории Казахстана. То есть наше население имело обширные связи. Это было обусловлено тем, что здесь находился металлургический очаг металлургического производства, связанный с нашими известными месторождениями меди. Медь, которая здесь производилась, она и в слитках могла доставляться в окружающей территории, а также в виде готовых изделий. Это, собственно, тоже можно определить путем анализа этих изделий. Специально проводятся спектральные металлургические анализы, которые устанавливают территорию происхождения этих изделий. Они находятся, собственно, и на Урале из нашей бронзы, в той же Средней Азии, и в той же Западной Сибири. То есть и по форме, и по составу металла они казахстанские. Наша культура оказывает широкое воздействие на окружающие территории. Именно отсюда железные изделия распространяются по всей территории Казахстана. Их находят даже на Украине. Опыт центрально-казахстанской металлургии постепенно распространяется по всей территории Евразии. Встречаются даже в Синьцзяне памятники адронские. То есть это территория гораздо крупнее, чем территория многих цивилизаций древности. На всей этой площади были памятники единокультурные. Причем они жили достаточно мирно, не вступали между собой никакие военные столкновения. Мы не видим там огражденных поселений, так называемых городищ. Также, собственно, можно с ней связывать развитие древних колесниц и полений, двухколесных колесниц со спицами. До этого колесные повозки были со сплошными колесами. Делалось из нескольких кусков дерева сплошных. Потом появляются спицы. Мощные появляются и у нас. По крайней мере, такие находки были сделаны в Северном Казахстане, территории Сараки также. Это могильник Сатан в Карагандинской области, в Карпинском районе. Там были найдены отпечатки таких колес со спицами. Мы находим также в наших могильниках символические колесницы. Это когда перед погребальным ящиком уложена пара лошадей в позе галопа. Они как бы влекут колесницу погребальную в потусторонний мир. И, собственно, с территории именно СРРК эти колесницы распространяются и до территории Китая, появляются в самом Китае. Так же, как и металлургия бронзы. Но вообще колесницы по времени получаются позже наших. Так же, как и, возможно, технология изготовления медных сосудов. Вот нами здесь найдены медные сосуды, два. Это единственный пока что для
нашей территории для этого периода. А в Китае технология изготовления металлических сосудов появляется гораздо позже. Бронзовый век на территории Центрального Казахстана является первоначальным периодом сложения кочевой степной цивилизации. Именно в это время происходит формирование нового типа хозяйствования. Открываются новые огромные территории, благодаря приручению и одомашниванию верблюдов и лошадей. Значительное влияние на развитие имела металлургия. Именно благодаря ей кочевники имели огромные преимущества перед другими народами. Изучение СРРК продолжается. Нас ждут все новые и новые открытия.